الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل. Аллах Субханаху ва Тааля в священном Коране говорит: «Валлаху джа'аля лакум мимма халака зилаля, ва джа'аля лакум миналь джибали акнана, ва джа'аля лакум сарабиля такикумуль хар, ва сарабиля такикум ба'сакум, кадалика ютимму ни'матаху алейкум ла'аллакум туслимун». Аллах даровал вам тень от того, что Он сотворил. Он устроил для вас убежище в горах, сотворил для вас одеяния, которые вас оберегают от жары, и доспехи, которые защищают вас от причиняемого вами вреда. Так Он доводит до конца свою милость к вам, быть может, вы станете мусульманами. Аллах Субхану ва Тааля также в следующем аяте говорит: «Я бани Адама кад анзальна алейкум либаса, юари сауатикум вариша, ва либасу ттаква залика хайр». «Залика мин аятиллахи ла'аллахум ядзаккарун». О сыны Адама, мы не спаслали вам одеяние для прикрытия ваших срамных мест и украшения, однако богобоязненность – лучшее одеяние. Таково одно из знамений Аллаха, быть может, они помянут назидание. Таким образом, Аллах Субханаху ва Тааля даровал нам одеяние для того, чтобы мы скрывали срамные места, гаураты, а также для того, чтобы мы выглядели красиво и опрятно перед другими людьми. И тем более, чтобы мы были чистыми и ухоженными в местах поклонения Аллаху, в мечетях. Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит: «О сыны Адама, облекайтесь в свои украшения при каждой мечети». И поэтому одежда человека считается обыденной частью его повседневной жизни и является дозволенной вещью, мубах, а значит, всякая одежда является дозволенной, кроме той, которую запретил одевать Аллах Субханаху ва Тааля, либо его посланник, саллаллаху алейхи вассалям. И следует упомянуть, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сам надевал ту одежду, которую носил его народ. И та одежда, которую он носил, ее же носили и мусульмане, уверовавшие в посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и те, кто пребывал в многобожии из числа мекканских курайшитов, а также других арабов, которые жили во времена пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому ученые говорят, что посланник Аллаха надевал одежду своего народа. И если представить, что пророк был бы послан татарам, он бы и был бы сам представителем этого народа, то его одежда непременно была бы одеждой татарского народа. В связи с этим я хотел бы вам рассказать кратко несколько условий, несколько правил, которые проясняют, какую одежду можно носить, а какую нет. Первое условие – это чтобы одежда не была сделана из запретного материала. Сподвижники передают в хадисе, где говорится, что посланник Аллаха запрещал надевать одежду, сшитую из шелка и парчи, а также сидеть на этих вещах, которые были сделаны из шелка и парчи, а также спать на вещах, которые были сделаны из шелка и парчи. Также в другом хадисе говорится, что однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, взял в одну руку золото, а в другую руку шелк и сказал: эти две вещи являются запретными для мужчин моей уммы, моей общины, являются харамом, а также являются дозволенными для женщин моей уммы, являются дозволенными для женщин моей общины. Второе же условие, чтобы одежда была чиста от грязи и от нечистот. Что такое нечистоты, мы все понимаем, это наджис, который происходит от человека, а также наджисом является слюна собаки. И поэтому, находясь на улице, мы должны проследить, чтобы, если рядом с нами проходит собака, чтобы ее слюна не попала на нашу одежду. Также ученые называют чистоту одежды от наджиса условием действительности молитвы. Если хочешь, чтобы твоя молитва была действительной и правильной, первым делом ты должен озаботиться, чтобы твое тело и твоя одежда была чистой, была обезопасена от наджиса. Третье условие – одежда должна покрывать гаурат человека, срамные места. Аурат в шариате
определяется подобным образом. Для мужчин это начиная с пупка и до колен включительно, а для женщин при посторонних мужчинах гауратом является ее лицо и руки до запястий, как об этом указано в книгах ханафитского мазхаба. И следует отметить то, что эти места должны быть обязательно прикрыты при посторонних людях, а в намазе к этому добавляется для мужчин, чтобы его плечи также были закрыты, потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказывал закрывать плечи во время молитвы. Также нужно отметить, чтобы одежда не была облегающей, которая выдавала бы фигуру, тело, строение человека. Как, например, вот сейчас вот распространено, да, слим джинсы, да, джинсы размера слим, либо там обтягивающие какие-то рубашки, футболки. Это что касается мужчин. А что касается женщин, положение еще хуже, еще страшнее. Почему? Потому что Аллах Субханаху ва Тааля побуждает нас и наших женщин, наших близких родственниц, чтобы они были целомудренными, чтобы они были скромными, чтобы они были воспитанными. И, к сожалению, много мусульманок пренебрегает этим принципом. Они одевают одежды, которые выявляют ее талию. Они одевают одежды, которые вырисовывают полностью ее фигуру. Не просто летом, даже зимой. Даже иногда одевают одежды, которые зимой, казалось бы, человек одел 3-4 слоя одежды, и даже зимой, когда холодно, ее фигура полностью видна. Это указывает на то, что, к сожалению, но некоторые мусульманки поступаются этим принципом. А как же, когда мы их увидим, что мы должны сказать? Где же скромность? А где же целомудрие? Где же советы от ученых не привлекать внимания? И пусть Аллах Субханаху ва Тааля обережет нас и наших сестер от подобных ошибок. И четвертое условие, чтобы вид и состояние одежды не противоречили положениям ислама. То есть она не должна, во-первых, походить на одежду не мусульман, которая специально распространена только среди не мусульман. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тот, кто будет уподобляться какому-либо народу, тот будет из них самих. И то есть опасность, пусть Аллах убережет нас от этого, что человек в судный день будет воскрешен вместе с этими людьми, с этим народом. И поэтому мусульманин не должен следовать моде, которая распространена среди немусульман, а также не должен одевать одежду, которую одевают только не мусульмане. Есть одежда, которая распространена повсеместно, по всему миру. Костюм, например, да, брюки, жилет, костюм или галстук, например, на сегодняшний день и галстук то же самое. На сегодняшний день весь мир одевает эту одежду. И поэтому невозможно сказать то, что эту одежду одевают только европейцы, эту одежду одевают только французы. Нет. И мусульмане, и не мусульмане. Поэтому универсальная одежда, которая распространена среди всех народов, среди мусульман и среди не мусульман, то эту одежду одевать можно. Также шариат запрещает нам одевать одежду, которая является уподобляемой одежде женщин. То есть мужчина должен одевать только мужскую одежду, а женщина должна и обязана одевать только лишь женскую одежду. Сподвижники сообщили в хадисе, то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, проклял мужчину, который одевает женскую одежду, и проклял женщину, которая одевает мужскую одежду. И поэтому мы должны остерегаться, должны уходить от грехов, от подобных грехов, потому что проклятие посланника Аллаха, либо проклятие Аллаха, это не простые слова. Это очень тяжкие слова, и поэтому мы должны отдаляться от этого греха. Также хочу упомянуть, что женщины очень часто бывает спрашивают, одевать черную одежду для женщин. Из современных ученых, насколько я искал, насколько я смотрел, все говорят, в шариате нету доводов, призывающих одевать черную одежду. Специально для женщин черную неприглядную одежду. В шариате есть позывы, которые обязуют
одеваться женщине скромно, целомудренно, не привлекать внимания. И если, например, в Саудовской Аравии одежда, которая не привлекает внимания, это черная одежда, они одевают черную. Если в Египте не привлекает одежду простая, обычная одежда любого цвета, она одевает ту одежду. Если в Турции покрывание головы с платком, который закрывает весь гаурат, с другими платьями, которые не являются не кричащимися, значит, она одевает эту одежду. И точно так же в России. Черная одежда не является побуждаемой для одевания для женщин. И более того, к сожалению, но это так, это наша действительность, что черная одежда на сегодняшний день может навлечь намного больше бед для мусульманки, чем та одежда, которая отличается от черного цвета. И поэтому мы, мусульмане, а также наши сестры, наши родственницы, наши близкие женщины, мы должны смотреть, чтобы мы сами не ухудшали наше свое положение. И чтобы мы одевались так, как призывает нас к этому Аллах Субханаху ва Тааля, чтобы мы были целомудренными, чтобы мы были скромными и не приковывали взгляды прохожих, и тем более не приступали к границе шариата, которые обозначены в книгах ученых. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العليم الجليل يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون